Вы сказали, что в прошлом году бюджет составил 26 миллионов, вы мне отправили 500 тысяч, и теперь посадка не миллион. На озеленение Царского округа. Какая у вас заработная плата по капитальному ремонту? По капитальному ремонту. Сейчас идут очень большие изменения. У нас дальше участвовать в жизни округа, принимать участие в мероприятиях и поддерживать и делать жизнь комфортнее. Мэрия Лайв каждую среду в 19:00, Инстаграм, Фейсбук, профиль One Click Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Еженедельно, каждую среду в 19:00 подключайтесь и смотрите прямую трансляцию в Инстаграме, профиль One Click Якутск. Сегодня на ваши вопросы ответит начальник управления Сайсарского округа Сыромятников Максим Валерьевич. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности и в чем заключается ваша работа. Значит, управа Сайсарского округа функционирует, создан для того, чтобы обеспечить комфортное, благоприятное проживание населения путем реализации, путем осуществления контроля за хозяйственной деятельностью, социально-культурной сферой. Также мы занимаемся обеспечением прав населения, прав и свобод населения, конечно, в пределах тех полномочий, которые возложены на нас муниципалитетом. Говоря о 2017 году, можно отметить, что в целом все мероприятия, которые были запланированы, все исполнены, бюджетные средства полностью освоены. Если вдаваться в подробности, то у нас, конечно же, наша деятельность ведется по основным направлениям: это благоустройство, социальная поддержка населения, культурно-массовая работа и, конечно же, эта часть средств у нас направляется на осуществление деятельности самого управления. В 2016 году мы в плане благоустройства занимались, и в это же время мы занимались вывозом снега в очень больших объемах. Затем у нас была откачка талых вод, пропуск талых вод, занимались озеленением, высадкой цветов, поддержкой санитарного состояния округа, работали у нас студенческие отряды, занимались мы несанкционированными гаражами, вывозом гаражей, вывозом кузовов брошенных, обеспечением субботников, проведением праздников. В конце лета начиная уже с начала лета и до начала осенне-зимнего периода мы ведем подготовку жилищного фонда округа к прохождению осенне-зимнего периода. И в целом все мероприятия, как я уже выше упомянул, у нас исполнены. Всего в 2017 году у нас было предусмотрено 26 миллионов примерно бюджетных ассигнований. Исполнение к концу года составило 99,9%. Конечно, с учетом того, что у нас были экономии по результатам торгов, эта экономия у нас либо частично секвестировалась, либо по решению окружной администрации она направлялась на дальнейшую деятельность управы, и благодаря этому мы могли вести нашу деятельность. Подробно по цифрам я не буду останавливаться, но в целом в прошлом году мы также занимались мероприятиями года добра. Все мы знаем, что у нас годы получают определенное направление по решению главы нашего городского округа Сергея Николаева. В прошлом году год добра был. У нас в плане было 50 мероприятий различной направленности. Это и мероприятия со школьниками, и патриотическое воспитание, и проведение праздников на территории Царского округа, участие в общегородских мероприятиях, проведение спортивных мероприятий. Всего было порядка 50 мероприятий, они все исполнены. Хотелось бы отметить, что в прошлом году у нас в Царском округе очень успешно прошла реализация программы по формированию комфортной городской среды. Это тот федеральный проект, который был в прошлом году запущен, поддержан и субъектом, и муниципалитетом. В Царском округе в результате конкурсного отбора мы получили возможность обустроить дворовые территории по улице Межзлотная, там 4 дома, 28, 29, 30, 31. Там проведено комплексное благоустройство. Я хочу сказать, что в целом новое дыхание обрели дворы этого микрорайона небольшого. Полностью проведено асфальтирование проездов, тротуаров, автостоянок, проведены работы по благоустройству детских, спортивных площадок. И, конечно же, это меняет качество жизни населения в лучшую сторону. Вторая территория у нас по улице Якова Потапова 6, 6/1.
Эти дворы у нас попали по минимальному перечню. Здесь было проведено асфальтирование, устройство тротуаров, освещение, установка скамейки, урн. И, конечно же, хочется отметить очень большую активность, которую проявили жители этих территорий, когда вот приняли участие в конкурсном отборе территории. И вот по улице Межлодка у нас максимальный балл вообще по городу Якутску получила вот это вот, эти два дома, и поэтому благоустроено было в комплексе с дополнительными перечнем работ. И я думаю, что особый импульс это удало развитие территории. В прошлом году мы также занимались народным бюджетом. У нас было 3 проекта, которые прошли одобрение, получили финансирование. Открылось у нас за счет средств народного бюджета при поддержке компании «Высота», народного депутата Якутской городской думы Станислава Носильцева. У нас открылась хорошая спортивная площадка на территории 20-й школы. А мы знаем, что 20-я школа на улице Чайковского, у нее помещение не позволяет проводить физкультурные мероприятия для школьников, спортивного зала нету. И вот благодаря народному бюджету мы получили возможность сделать уличную площадку, которая в принципе используется круглогодично. С момента открытия до сегодняшнего дня там постоянно школьники, дети ближайших дворов играют и в зимнее время, и вот осенью мы проводили там турнир по мини-футболу, то есть это очень большой такой вклад именно в физическое воспитание детей. Также по народному бюджету мы продолжили обустройство территории Бриллиантового Сергея. Это вот тут у нас такой туристический небольшой такой Возле кластер, возле Царственной Царственной да, вот на Павелецком тракте мы как проезжаем, можете видеть, как у нас Бриллиантовый Сергей светится. И в прошлом году, уже в продолжение этого проекта, там у нас организатор всего этого комплекса, она обустроила там небольшой такой фонтан. Не фонтан, извиняюсь, водопад. Водопад. И обустроили прилегающую территорию, сделали там деревянный настил, посадили цветы. В целом вот идет продолжается развитие этого комплекса. И 3-й проект по народному бюджету у нас был... Давайте, пока вы будете придет. Вы сказали, что в прошлом году бюджет составил 26 миллионов. Вы мне отправили на днях на этой неделе отчет, я с ним ознакомилась. 26 миллионов 190 тысяч 278 рублей. И здесь вы расписали: благоустройство территории ушло 10 миллионов, социальная поддержка населения 739 тысяч, спортивное и культурно-массовые мероприятия 496 тысяч, обеспечение деятельности управления 14 миллионов 589 тысяч 70 рублей. Какая сумма на 2018 год? Сумма на 2016 год сохранилась в пределах тех же объемов. У нас в этом году предусмотрено 26 тоже с копейками миллионов рублей. Да. И распределение бюджетных средств такое же. У нас сейчас немного дефицитный бюджет, я бы сказал, что и поэтому какого-то резкого увеличения бюджетного финансирования из года в год не наблюдается, идет просто коэффициент дефлятора, и бюджет у нас планируется на 3 года. Поэтому у нас изменений больших по сравнению с 2017 годом нету, по объему финансирования на том же уровне, и мы можем только вот в небольших пределах выдвигать деньги по статьям. Ну, у нас основная часть идет на благоустройство. Ну и вот здесь тоже от отчета вижу, что содержание дворников всего 15 дворников. Общая сумма договора в год составляет 4 миллиона 123 тысячи 200 рублей. То есть это получается примерно, я так разделила 14 миллионов на 15 и разделила на 12 месяцев в году. И вышло примерно около 20-22 тысяч. Да, ну это арифметически так получается. Надо учитывать, что часть средств идет на обеспечение дворников инвентарем. То есть мы покупаем спецодежду, покупаем им лопаты, мешки, наверное. Мешки, абсолютно верно, перчатки. И за вычетом соответствующих налогов, НДФЛ того же, да, на руки дворники в месяц получают примерно порядка 15 тысяч рублей. Хорошо. И вот еще вытекает. Вывоз мусора на свалку в течение года составил 10 800 мешков. Откуда берется такая цифра? Это большая цифра, это как раз связано и с работой дворников, и с теми студентами, которые у нас привлекаются в летнее время стройотряды, они тоже большой вклад вносят. И наибольший объем, конечно, у нас вносят в эту цифру проведения субботников. У нас в прошлом году проведено только управа организовано 24 субботника, это свыше 300 организаций приняли участие, свыше 4 тысяч, ближе к 5 тысячам человек приняло участие в этих субботниках. Колоссальный объем работы проведен.
тысячами кубов, порядка 4000 кубов мусора вывезено, крупногабариты вывезены, и вот проведение субботников это существенный вклад вот именно в санитарное состояние всего города. По всему городу эти субботники идут по всем управам, и Сашка выполняет совет в этом направлении. И большая тут благодарность, конечно же, тем предприятиям, организациям, которые добровольно выходят и вносят свой вклад в чистку нашего города. Ну и следующий вопрос тогда будет. Скоска мышей, это ежегодная традиция же, да, как я понимаю. Участвовало 6 парней, уборка скошенной травы 6 девушек. Всего скосили 8000 метров в квадрате. Откуда были привлечены ребята? Это вот как раз вы взяли ту часть отчета, которая описывает деятельность студенческих стройотрядов. У нас в прошлом году отработали 2 стройотряда. Были и девушки, и парни. Очень хорошо, на мой взгляд, отработали. И вот одна из задач, которая перед ними ставилась, это как раз в том числе и скоска мышей. Скоска мышей у нас это мероприятие обязательное. И скосом мышей занимаются у нас и стройотряды, и те же дворники, о которых мы говорили выше. И это связано и с противопожарными мероприятиями, да. И вот в целом порядка 20 тысяч квадратных метров в прошлом году сносили с общим усилием. Ну и, скажем, наверное, большая часть благоустройства, это, наверное, идет в капитальный ремонт. Вы знаете, капитальный ремонт это вот вотчина уже фонда капитального ремонта Республики Саха-Якутия, да, и я хочу сказать, что по прошлому году у нас всего проведен капитальный ремонт одного здания, то есть Сарского округа. Это вот здание по улице Мерзлотной, как раз те дворы, где была у нас комплексная программа по благоустройству. И там проведены работы по ремонту кровли, фасада, фундамента и по ремонту крылец. А какие планы на этот год по капитальному ремонту? По капитальному ремонту. Сейчас идут очень большие изменения. У нас изначально стояло в плане свыше порядка 90 домов. Это, по-моему, в период 18-22 года, да? Это именно на 18 год. Именно на 18. Да, в плане ремонта, который мы видели в прошлом году, стояло порядка 90 домов. Большинство из них сейчас принято решение, что это нецелесообразно для ремонта, так как износ составляет свыше 70%, но это решение принято фондом капитального ремонта, еще оно до конца в силу не вступило, идет вот различные ряд оценки, комиссии проводятся, и на сегодняшний день мы пока окончательную цифру и перечень тех зданий, которые будут в этом году отремонтированы, пока не имеем. Но уже идет вопрос о том, что это будет порядка 20 и меньше домов. То есть в этом году ожидается? И в прошлом году я тоже хочу отметить, что по капитальному ремонту у нас один дом был отремонтирован, но это все связано с теми изменениями в законодательстве и с работой фонда капитального ремонта. И я думаю, что в этом году мы больше фонда жилищно охватим, но пока окончательно. Предстоит очень большая работа. Предстоит большая работа, да. Но я хочу немножко сказать информации, что общая площадь Цесарского округа составляет 770 га. Всего проживает фактически около 39 тысяч человек. Ну, вам есть что еще дополнить? Я хочу еще посмотреть, поступили ли нам вопросы от зрителей. Их нет. Ну и в соцсети их тоже не было. Поэтому, если что-то хотите дополнить, дополните, пожалуйста. Если нет, то мы перейдем ко второму блоку блиц-опрос. Хотел бы отметить, что у нас Цесарский округ очень большой по территории, да, ограничен улицами Лермонтова снизу, Вилюйский тракт справа и ограничивается Сереглянским шоссе полностью. Да. Это большая территория, которая есть и современная застройка, да, которая ведется в 4-м квартале. Есть у нас очень большой частный сектор, есть у нас очень много деревянных домов и, конечно же, сопутствующих проблем тоже много. При этом работа ведется у нас по разным направлениям, и мне бы хотелось отметить ту помощь, которую именно население Цесарского округа вносит. Да? Их участие в общественной работе, их участие в общественных советах. Мне бы хочется поблагодарить школу, детские сады, которые во всех мероприятиях округа принимают участие. И вот, допустим, у нас есть акция «Миллион цветов» ежегодно, да, которая ежегодно в городе идет, делают его краше летом. И в прошлом году по территории Цесарского округа высажено свыше 150 тысяч цветов. И это тот вклад, который именно в основном делают предприятия, организации, школы, школьники и их родители. И вот всем за это хочу сказать большое спасибо. Также активно дальше участвовать в жизни округа, принимать участие в мероприятиях и поддерживать и делать жизнь комфортной. А я хочу напомнить, что в этом году планка повышается на целых 500 тысяч, и теперь посадка не 1 миллион цветов, а 1,5 миллиона цветов. Ну а мы переходим ко второму блоку блиц-опрос, и у нас подготовлено 17 блиц-опросов.
мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать взрослым. Интересно. Какое качество вы цените больше в людях в первую очередь? Открытость. Почему-то у всех открытость и честность. Очень странно. Ну, понятно, да, в одной сфере все работают. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Гораздо более комфортным и гораздо более развитым с точки зрения компьютерных и информационных технологий. Сколько лет исполняется городу Якутску? Ну, если мы в прошлом году праздновали юбилей 385, значит в этом году будет 386. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Мою семью. Что самое дорогое из предметов вашей жизни? С предметов Да. подарки детей. Какая у вас заработная плата? Средняя, по окружной администрации, ну, порядка 70 тысяч. Сколько вы бы хотели? Хотелось бы, конечно, в 2 раза больше. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ради своей семьи. Во сколько просыпаетесь? Обычно просыпаюсь рано. Ну, для меня рано это часов 6. Когда последний раз плакали? Я уже не помню даже. У нас мужчины обычно отвечают так. Суровые якутские мужчины. Так, самое крупное и глубокое озеро в Якутске. Возможно, это озеро Лабанкы в Якутской области. В Якутске. В Якутске? Самое крупное и глубокое озеро в Якутске. В Якутске это, конечно, озеро Сайсара. Нет, это озеро белое. Ну, так как вы... Вы спорите, да? То есть, хорошо. Когда последний раз смеялись? Только что. Представьте себя миллионером. У вас целых 14 миллионов. Куда их потратите и на что? Ну, на озеленение Сайсарского округа. Как благородно. Представьте себя волшебником. Какую мечту бы исполнили? Конечно, хочется сделать жизнь людей комфортнее, доступнее, благополучнее, и для того, чтобы если бы я был волшебником, я бы, конечно, попытался избежать таких трагедий, которые у нас на этой неделе были, да, и чтобы минимизировать такое грустное мероприятие. Представьте теперь себя злодеем. Какую мечту исполнили? Захватить власть во всем мире. Как вы оцениваете свою работу? Вы отличник, хорошист, может быть, троечник, двоечник? Ну, оценивать некорректно, конечно. Я думаю, что в целом положительно. То есть троечник или хорошист? Ну, я думаю, что у нас есть руководство, которое нужно оценивать, да, которое полномочия оценить. А мы сами себя не должны оценить, это некорректно. Ну и все, 17 вопросов на блиц-опросе закончены. И мы приступаем к третьему блоку, называется «За или против». Их у нас тоже 17. Аборт. Против. Здоровое питание. За. Вегетарианство. Против. Биткоин. За. Полигамия. Против. Моногамия. За. Чистый город. За. Однополые браки. Против. Пластическая операция. Против. Минус 50 градусов. За. 40 градусов. За. Снижение тарифов за коммунальные услуги. За. Единая школьная форма. Против. Прыжок с парашютом. Против. Стабильность. За. Стерилизация животных. Против. Ну, у нас третий блок окончен. Наш эфир подходит к концу. Максим Валерьевич, что вы пожелаете нашим зрителям? Пожелаю вам оставаться такими же активными, смотреть эфиры нашей передачи, принимать участие в городской жизни. Сейчас очень много инструментов для того, чтобы горожане могли сами влиять на принятие решений в городе. Эти инструменты развиваются, их становится больше. И я хочу, чтобы горожане ими пользовались для того, чтобы вместе делать этот город комфортным для проживания. Но я хочу напомнить, что каждую среду в 19:00 подключайтесь в прямой эфир в Инстаграме, профиль OneClick Якутск, и задавайте свои вопросы. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайк. Оставляйте в своих комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующих выпусках. На следующей неделе с отчетом выступит директор службы эксплуатации городского хозяйства Чикачев Виталий Семенович. До скорой встречи!